Ясмин! Ясмин, дочка! Bakar mısınız? Можно вас? Куда вы нас везете? Посадили в машину, ничего не объяснив. Arabalara. Сынок, ты разговаривал с этим человеком? Что он тебе сказал? Куда нас везут? Он тоже мне ничего не сказал. Я не знаю. А что, если они пустят нам пулю в лоб? Мы теперь ему не нужны. Nasıl olsa işleri bitti. Ты не думал об этом? Мне тоже это приходило в голову, господин. Ясмин, давай мне Омера, я уложу его. Ясмин, да? Омер может остаться с нами? Ненадолго. Конечно. Омер, сынок, смотри, это госпожа Шахнур. Она пришла навестить нас. Oğlum, ah Сынок, дорогой мой, где ты пропадал, сыночек? Я же приехал, мама, я здесь, не плачь больше. Куда тебя отвезли, колдун? Ты знаешь тех, кто похитил тебя? Не знаю, дядя Явуз. Меня посадили в машину, и больше я никого не видел. Мне завязали глаза. Тебе не сделали больно? Я места себе не находила, пока тебя не было. oğlum. Мамочка, со мной все в порядке, ты же сама видишь. Жив-здоров. Саваш, за что нам такие несчастья? Yarabbim. Твоего папы нет. А дядя Саваш? Это самое невыносимое горе. Сердце разрывается на части. Кровью обливается. Мне больше некого ждать. Дни превратились в ночи. Мы все скорбим, все. Я лишилась части себя. А потом для меня зажегся свет, дочка. Аллах пожалел меня. Мой сын не умер. Не умер? То есть, я пришла сюда увидеть частичку моего сына. Я пришла увидеть в Омере своего сына. Обнять своего внука. Но я все знаю, дочка. Теперь знаю. Омер мой внук. Дай мне его. Да, я обниму внука.
Иди ко мне, милый. Сынок. Бабушка. Я твоя бабушка. Babaannem. Саваш. Сынок. Милый мой. Ты не стал откровенничать в присутствии женщин, я понял. Молодец. Конечно, не пугай их. Но теперь поговорим как мужчина с мужчиной. Как тебя похитили? Как я и рассказал, дядя Явуз. Я ничего не знаю. Парень, как ты можешь не знать, кто и куда тебя отвез? Расскажи откровенно, не бойся. Послушай, Мустафа тоже все скрывал от брата. Результат налицо. Не чувствуй себя одиноким, потому что нет твоего дяди и папы. Я тебе тоже как брат. Рассказывай, что случилось. Я слышал папин голос, дядя Явуз. Нам дали поговорить. Но что произошло и где папа, я не понял. Я очень испугался. Ты помнишь, о чем мы говорили? Ни о чем. Вернее, ничего важного. Будто они позвонили поговорить, чтобы доказать, что меня похитили. Я так понял. Послушай, даже это важно, Халдун. Молодец. Никому не говори об этом, хорошо? Чтобы не пугать женщин. Хорошо. Ну-ка скажи, где твоя бабушка? Demiş babaanne. Ha? Чьи у тебя ручки? Sen, ha? Папины. Babandan mı? Я не хотела, чтобы Саваш уезжал. Я умоляла его не уезжать. Лучше бы я настояла. Лучше бы помешала ему уехать. Я тоже не хотела. Kader Судьба не спрашивает нас, как ей соблаговолить. Так нельзя, Чичек. Это недостойно тебя. Нельзя опускать руки. Легко сказать «не плачь». Sen gel onu benim Ты скажи это моему сердцу. Ты теперь вдова главы клана, Чичек. Ты будешь жить с этим. Тебе сейчас следует крепиться и твердо стоять на ногах. Как? Как? От твоего поведения зависит равновесие между двумя кланами. Или ты поссоришь кланы между собой, или будешь поддерживать мир. Тебе нужно остаться в этом доме. Знай себе цену и веди себя соответственно. Будь стойкой. Подними голову. Вот так. Отлично. Ты очень сильная и важная женщина. Никогда не забывай об этом. Вы изучили соглашение?
Да, госпожа Джейда. Только вы составили соглашение о партнерстве на заказ. Мы не можем с его помощью сделать вас партнером в компании. То есть, для этого нужно заключить новый договор о партнерстве и зарегистрировать его в налоговом комитете. Это не проблема. Но в этом соглашении мы можем использовать лазейку в нашу пользу, не так ли? Не забудь, что я сказал, Чичик. Я помню каждое твое слово. Не забуду, не волнуйся. Хорошо. До встречи. Пока. Пока оставим это здесь, ладно? Хорошо, мама. А ты возьмешь машину с пультом управления? Возьму, сынок. А где она? А куда мы едем, мама? Ты соскучился по мне? Соскучился. Значит, мы поедем с тобой гулять. Договорились? А я найду твою машину. Спасибо, госпожа Лейла. Не за что. Госпожа, Все в порядке. Сейчас иду. До свидания, Омер. Дай я поцелую тебя. Приходите еще, госпожа Шахнур. Приду, дочка. Приду. До свидания. До свидания. Примите мои соболезнования. Крепитесь, госпожа Чичек, соболезную. Простите, минуту. Давай хорошенько застегнемся. Сестра, куда ты? Я еду домой, Чичек. А Боран? Я забираю сына. Мы уезжаем вместе. Не забирай Борана, Назан. Не поняла. Не забирай Борана, пока нет мамы Шахнур. Это неправильно. Ты мне будешь рассказывать, что правильно, а что нет? Пошли, сынок. Идем. Выходи. Уснул? Да. Почувствовал, что ли? Опять сказал папа, когда засыпал.
Интересно, откуда госпожа Шахнур узнала об Амере? Не знаю. Вообще-то, какая уже разница, если они знают об этом? Ясмин, не злись на меня. Но ты была слишком мягка с женщиной. Ты знаешь, как эта женщина относилась до этого дня к Омеру? Да, но что мне оставалось делать? Ей так же плохо, как и мне сейчас. Нужно было выпроводить ее из дома? Ты права, но... Не знаю, я боюсь. Ничего не могу с этим поделать. Я не могла вести себя иначе, мама. Лучше бы мы и отца ваша не скрывали Омера. Дорогой мой, лучше бы он вдоволь испытал отцовство. Нет, по-моему, хорошо, что она узнала. Пусть госпожа Шахнур знает, что у нее есть внук. Поставь себя на ее место. Пусть знает, что она бабушка. У нее есть на это право. Но не забудь, Ясмин. Госпожа Шахнур знает, что будущее клана находится в этом доме. Ты понимаешь меня? А если она захочет забрать Омера? Что мы будем делать? Что? Сестра приехала. Я встречу тетю Фидан. Вы сидите. Oturun siz. Добро пожаловать, мама Шахнур. Если не хочешь сразу проходить в гостиную, отдохни немного. Я сказала, что ты очень расстроена. Может, ты захочешь пойти к себе? Geçer diye. Я сама решу, что мне делать. Ne yapılacağını. Добро пожаловать. Примите наше соболезнование. Добро пожаловать. Соболезную. Спасибо. Присаживайтесь. Прошу. Здравствуйте, госпожа Ясмин. Добро пожаловать. Прошу. Хотел узнать, как вы себя чувствуете. Еще у меня для вас есть отличные новости. Надеюсь, они немного вас успокоят. Я нашел для Омера очень хорошего доктора. Это очень квалифицированный специалист по лечению лейкемии, особенно детей с подобным недугом. У него в этом большой опыт. Господин Явус, я очень... Прошу вас. Что я сделал? Только... Вы понимаете, что у этого врача очень плотный график. Но я думаю, ради Омера мы сможем записаться на прием. Спасибо. Спасибо. Госпожа Ясмин, пожалуйста. Дети — наша жизнь. Наш долг сделать все зависящее от нас. Спасибо, что пришли. До свидания. Дочка, не бегай, упадешь. Düşeceksin. Где Боран? Nerede? Где Боран, я спрашиваю? Вы что, не слышали? Кирас. Слушаю, госпожа. Приведи Борана. Его нет дома, мама Шахнур. Он ушел. Что значит, его нет дома? Gitti. Куда он ушел? Сестра, Назан забрала сына. Что? Как это забрала? А вы что делали? Как ты могла позволить ей, Фидан? Как вы могли отпустить его без моего ведома? Я сказала, мама Шахнур. Что ты сказала?
что она неправильно поступает. И она не послушала. Что значит не послушала? Что моему внуку делать в доме чужого мужчины? Проходи. Ну как? Тебе нравится наш дом, сынок? Evimiz oğlum. Бора вот-вот придет. А кто такой Бора? Bora, Назан, ты дома? Кто пришел, мама? Я пришел. Какой приятный сюрприз. Дорогой мой сынок, любимый, ласточка. Ну-ка. Ты здесь, мама? Я смотрела на вас. Ясмин, знаешь, о чем я подумала? Дочка, что нам делать? Они не дадут этому ребенку покоя. Мама, я больше не хочу ни скрываться, ни убегать. И если госпожа Шахнур хочет видеть внука, пусть приезжает. Пусть все держат траур, больше мне ничего не нужно. И ты больше не бойся, мама, слышишь? Я умру, но никому не отдам моего сына. Хорошо. Аппетит, как у слона. Соскучился по маминой еде? Молодец, мой сынок. Если будешь так хорошо есть, быстро вырастешь. А я еще приготовила пудинг. Будешь? Дорогой сынок, мой милый. Бура, посмотри на меня. Дорогой, правда очень милый. Ну что ты наделал? Будь осторожнее. Оставь, не трогай. Еще хуже сделаешь. Лишь бы на столе не осталось пятен. Что случилось? Все нормально. Боран нечаянно разлил апельсиновый сок. А почему ты так расстроен из-за этого? Боран, ничего страшного. В следующий раз будешь внимательнее и все. А теперь ступай мыть руки. Ты видишь, какой он впечатлительный? Да, жизнь моя, действительно. С Полой точно что-то случилось. Куда он делся, сестра? Не плачь, Фидан. Я найду брата. Адвокат не может найти из-за своей некомпетентности. ben de haber... Я послала вести во все концы Родины. Клан повсюду ищет его. Думаешь, его найдут? Конечно, найдут. Мой брат вернется целым и невредимым. Не падай духом. Ах, сестра. Заварить чай? Нет, жизнь моя, спасибо. Если ты на кухню, забери это. Хорошо. Оставь, наконец, эту штуку. С тех пор, как пришел, ни минуты тихо не сидел.
Голова раскалывается. Послушай, что ты делаешь? Не ставь так. Какой ты странный ребенок. Поразительно. Даже взгляд враждебный. Разве дети бывают такими? Gitti, ışığım gitti, karanlığım şimdi belirsiz. Gitti, arkadaşım gitti, Да, ты едешь на смерть. şimdi süresiz. Нет, Ясмин. Ты можешь дать гарантию, что ты вернешься? Не можешь. Edemez. Конечно. Tabii. Поэтому ты дал Омеру свою фамилию, верно? Чтобы он не остался ни с чем, если ты умрешь. Gitti, Наследник клана. Ясмин, пожалуйста. Если ты уедешь, значит, ты решил оставить Омера без отца. Aldın demektir. süresiz. Нет, Саваш, ни я, ни Омер больше не будем жить с этим страхом. Если ты уйдешь отсюда, то уйди, забыв нас. Geceye önce düşümde görmüştüm, diyemedim gerçek olur diye. Canım yanıyor, canım yanıyor, bir el verin gelin bana. İçim kanıyor, içim kanıyor, tutunmasın gelin yarama. Canım yanıyor, canım yanıyor, bir el verin gelin bana. İçim kanıyor, içim kanıyor, Sen de Я не смогу жить без тебя. yarama. Не смогу. Буран, что случилось, сынок? Мы не будем спать вместе, мама. Дорогой мой, Назан, что ты делаешь? Буран, живо иди в свою кровать. Взрослый парень спит с матерью? Нет, он стоит и смотрит. Марш, марш! Бура, что ты делаешь? Иди ко мне, сынок, идем, идем. Нет, Буран. Живо ступай к себе. Давай. Молодец, Бора. Он еще не привык к этому дому. Вдобавок он соскучился по мне. Мы всегда спали с сыном вместе. Правильно делали, любимая. Я желаю ему добра. Ты вырастила его очень капризным. Парень стал маменькиным сынком. Если ты будешь приучать его к этому, как он потом станет самостоятельным? Nasıl duracak? Разве я брошу сына одного? Yalnız bırakır mıyım? Ha? Иди ко мне, мы обнимемся с тобой и заснем. Uyuyalım. Иди ко мне, сыночек, иди. Любимый мой сынок. Мама? Да, сынок. Я хочу вернуться домой. Домой? Почему? Ты же хотел остаться здесь со мной? Я соскучился по бабушке. Я хочу поехать домой. Умоляю, отвези меня домой, мама. Хорошо. Хорошо, сынок. Sabah olsun. Утром мы поедем, хорошо? А теперь засыпай. Спокойной ночи, мамочка. Спокойной ночи. Ты куда-то уходишь, сестра? Да, Фидан. Куда ты уходишь, мама Шахнур?
У меня дела. Спасибо. Деточка, добро пожаловать. Идем, я поцелую тебя. Теперь ступай в дом, не мерзни. Ступай. Добро пожаловать, дочка. Здравствуй, тетя. По какому праву ты повела Борана в тот дом? Мама, это мой дом. А Боран мой сын. А мой внук. Что ему делать в доме чужого мужчины? Мама, человек, которого ты называешь чужим, не огрызайся. Ты пришла сюда повидать сына. Мы хоть слово тебе сказали? Обязательно нужно злоупотреблять этим. Боран больше не пойдет в тот дом. И точка. За что мне это? Что я такого сделала? Идем, дочка, не обращай внимания, заходи в дом. Нет, я пойду, тетя. Пойдешь, но сначала отдохни. Hadi. Добро пожаловать, господин Явус. Вам пришлось приехать. Ничего страшного. Но есть очень важная тема, которую я хотела обсудить с вами. Прошу. Ты завтракала? Завтракала, тетя, спасибо. Выпьем кофе. Было бы хорошо. Добро пожаловать. Ты вернула Борана? Чичек, выпьешь с нами кофе, дочка? Не буду. Наслаждайтесь без меня. Я проверю, как дела на кухне. Скажу принести вам кофе. Hadi anneciğim. Давай, маленький, ешь, моя крошка. Hadi ne olur. Открывай ротик. А потом будешь просить есть. Так нельзя. Мама, мне страшно. Почему, дочка? Он ничего не ест. Слова врача подтверждаются. После температуры пропал аппетит, я боюсь. Ешь, маленький. Открывай ротик. Давай, милый. Тетя, мне очень обидно. За что? Поведение Чичек. Она ведет себя со мной, как с гостьей. Не обижайся. Никто из нас не ведает, что делает дочка. Бедняжка мужа потеряла. А я потеряла брата. Я веду себя с другими надменно. То куда ты уводишь Борана, то ты вернула его, то я проверю, как дела на кухне. Что за поведение? Но ты знаешь, что у тебя есть очаг, дорогая девочка. Ты знаешь, что у тебя есть пристанище, и ты там хозяйка. А у Чичек все не так. Верно. Но это все равно обижает. Понимаю, дочка. Тебе тоже нелегко. В доме родной матери ты как на минном поле. Тяжело. Дорогая моя тетушка, мне стало легче после разговора с тобой. Я посмотрю, как там Боран, и пойду. Назан. Посиди немного. Мне тоже одиноко. Я сойду с ума от одиночества. Хотя бы еще немного поговорим. Прошу тебя. Ладно, тетушка. Тогда я схожу к Бурану и вернусь. Хорошо.
Господин Явус, я прекрасно понимаю вашу щепетильность. Я хочу, чтобы вы знали это. Вы начали кампанию с госпожой Ясмин, и вы хотите продолжить ее с ней. Но госпожа Ясмин переживает тяжелые времена. Да. Очень печальная история. Ее будет трудно застать здесь. Могу предположить, что она долгое время не придет в агентство. Поэтому я хочу сказать вам следующее, господин Явус. Я буду лично заниматься заказом, и я сделаю все, чтобы вы не заметили отсутствие госпожи Ясмин. Можете быть в этом уверены. Благодарю, госпожа Джейда. Но заминка в делах не проблема. Главная боль человека из-за потери родного человека. Поэтому нам следует дать госпоже Ясмин время, в котором она нуждается. Я понимаю, конечно, но для других людей жизнь продолжается, господин Явус. Мы не должны останавливаться. Это и есть профессионализм, не так ли? Госпожи Севги нет? Она уехала в командировку в Дубае. Вы очень быстро освоились в агентстве. Никто за него не волнуется, когда вы здесь. Вы не ответили на мой вопрос. На вопрос? Ах да, профессионализм. Полагаю, что я недостаточный профессионал. Что делает Буран? Я напоила его молоком. А потом он заснул за разговором. Он предупредил, чтобы я разбудила перед уходом. Он не спал ночью. Нет, спал. Aldı uykusunu. Мы спали в обнимку. Yattık oğlumla. Назан, прости, но я спрошу у тебя кое-что. Soracağım. Конечно, тетя. Allah yenge. Sen Ты bir на gece одну ночь привела Бурана. Ты вчера собрала сумку, и вы ушли. Нет. Я хотела, чтобы он остался с нами, ama но он соскучился по дому. Постепенно привыкнет. А ты, дочка, ты счастлива? Я в порядке, тетушка. Вернее, мы в порядке. Спасибо. Я открою. Хорошо, дочка. Кто это? Это твой дедушка? Ну-ка, смотри, дедушка. Смотри. Кто там, дочка? Добрый день, госпожа Лейла. Добро пожаловать. Ömer, Умер, дорогой. Внук мой. Госпожа Шахнур принесла Умеру подарки. Прошу. Ты уходишь? Пока. Güle güle. Пошли, сынок. Сестра. Буран, спускайся, милый, я подойду. Ступай. hadi. Что? Efendim. Сестра, не обижайся на меня. Boş Не ver. беда. В Kusura такие bakma. дни не обижаются. До свидания. Ismarladık. Не понравилось? Не плачь, маленький. Смотри, какая игрушка.
Посмотри, какая замечательная игрушка. Спасибо за беспокойство, госпожа Шахнур. Никакого беспокойства. Мой внук заслуживает большего. Когда ты так плачешь, у меня сердце разрывается. Не плачь, маленький, не плачь. Ağlama. Идем. Иди ко мне, сынок. Tamam bir tanem. Все хорошо, милый. Tamam. Ну все. Смотри, смотри. Смотри, кто здесь? Золотой мой сынок, милый. Ты придешь снова, мама? Приду, конечно, сынок. Может быть, потом ты захочешь прийти ко мне. İstersin ha? Заходи в дом, не мерзни. Ступай. Доня, не забудь про лекарство от аллергии, хорошо? У него второй день насморк. Не беспокойтесь, госпожа. До свидания. Спасибо. Как я и сказала, моя цель — сдвинуть ваши дела с мертвой точки, господин Явус. Спасибо за ваше участие. До свидания. До свидания. Ясмин, что случилось? Почему ты так посмотрела? Ya, Мне показалось, что у него температура. Поехали в больницу. Нет, стой, пока ничего не случилось. Сначала дадим сироп. Доктор дал жаропонижающее. Где оно? nerede o? Хорошо, принесешь потом. Ясмин, да. Эта женщина не должна знать о болезни Умера. Конечно, не узнает. Не переживай, хорошо? Хорошо. Давай, я жду. Что с Умером? Он болен? Нет, не думаю. Может, поднялась температура? Такое бывает. Он теплый. Здесь жарко. Это вводит в заблуждение. Дадим ему сироп. Может, сначала измерим температуру? Нет, дадим ему сироп. Успокойся, дочка. Не паникуй так. Такое случается с детьми. Не переживай. Dişlenerek. Тише, маленький, тише, сыночек. Не плачь, не плачь. Но не плачь, все пройдет. Geçecek. Чичек. Дочка, не плачь. Ağlama artık. Спустись и поешь что-нибудь. Düşeceksin var. Еще упадешь в обморок. Ben burada Я нежеланна здесь, не так ли? değil mi yenge? Это что за разговоры? Но это так. Что мне делать в этом доме после смерти Саваша? Bu evde işim ne? Верно? Değil mi? С чего ты это взяла, Чичек? Çiçek. Тебя кто-то прогоняет? Var kızım. Почему ты так говоришь? Никто не прогоняет. Но я знаю, для чего я нужна. Я здесь ради детей. Если я уйду, не останется ничего, что смогло бы остановить два клана. Kan davası. Дети погибнут из-за кровной вражды. Güzel. Дорогая моя девочка. Это все мое утешение. Все мое счастье. Biliyor Знаешь, musun? тетя, возможно, у меня не было жизни, которую я хотела. Но я стала гарантией будущего детей. Бурана Yanında, и Мустафы. yanında. Нужно ехать в больницу немедленно. В больницу? Поднялась температура? Посмотрим. У него жар. Пошли скорее. Поехали немедленно. Нельзя его выводить на улицу в таком состоянии. Привезем сюда врача. Нет, мы поедем. Мама, вызови такси. Я в таком состоянии не смогу вести машину. Но он простудится. Госпожа Шахнур, мы поедем в больницу. Если так, то не вызывайте такси. Поедем на моей машине. Нет, не нужно. Давайте. Не будем медлить, если решили ехать. Çiçek, ne duruyorsun? Поехали. Тише, сыночек.
Открывай двери. Садитесь вперед, госпожа Лейла. А вы сюда. Şöyle geçin. Мы едем в больницу, скорее. Çabuk. Вы здесь, господин Бора? Да. Кое-что понадобилось. Я искал это. Я помогу вам. Не нужно. Я сам справлюсь. Я хотел взять документ. Легкой работы. Ничего не может быть легким, когда в офисе нет Саваша, господин Бора. Температура не спала? Как плохо. Значит, и сироп не помог. Demek ki. А что сказал врач, когда вы водили его на осмотр? У него сильный жар. Давайте поторопимся, прошу. Ты слышал? Поезжай быстрее. Быстрее. Пришли адвокаты, которых вы ждали. Пусть проходят. Добро пожаловать, господа. Здравствуйте. 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 Вас посоветовал мой друг господин Фарук. Он очень хвалил вас. Прошу, присаживайтесь. Я хотел познакомиться с вами, так как мне нужно узнать ваше мнение по поводу изменений, связанных с нашим холдингом. А потом я познакомлю вас с нашими сотрудниками. Смотри. Не бойтесь. Температура поднялась, потому что у него режутся зубки. Это естественно. Разве не дают никаких лекарств, чтобы понизить температуру? Ребенок мучается от жара. Я уже выписал ему лекарства. Я сейчас добавлю к этому еще кое-что. А вас я вижу в первый раз. Я бабушка Умера. Ömer'in. Вы говорите, что этого лекарства будет достаточно? Öyle mi? Конечно, не волнуйтесь. Спасибо, доктор. Вы успокоили нас. Мы сначала очень испугались. Вы правы, понимаю, но повышение температуры не связано с нашей проблемой. Какой проблемой? Konu Я говорю об опасениях лейкемии у Омера, госпожа. На прошлом осмотре мы заподозрили подобную вероятность, но этот жар не связан с этим, потому что температура часто поднимается из-за появления новых зубов. Вам не нужно беспокоиться. Ay! Где ты, Бура? Вы поняли, госпожа Диля? Вы обязаны принести счета.
Сейчас госпожа Назан единственный член совета директоров. Проходи, Хакан. Хакан, ты в курсе? Саваш умер. Мустафа, к сожалению, в тюрьме. Если бы он был на свободе, то он все равно несовершеннолетний. В этом случае главой холдинга становится Назан. Мы будем работать вместе. Господин адвокат сделает необходимые разъяснения. Иди ко мне. Госпожа Ясмин, мы можем поговорить наедине? Госпожа Ясмин, надеюсь, что опасения лейкемии не подтвердятся. Но мы должны быть готовы к такой вероятности. Господин доктор, пожалуйста, не скрывайте ничего от меня. Вы же не думаете, что Омер болен? Düşünüyorsunuz değil mi siz? Нет, но нам стоит подстраховаться. Это очень дорогое и длительное лечение. Диля, что ты делаешь? Я не буду работать с этим человеком. Мы еще не похоронили покойного. А его только холдинг волнует. Ты права, Диля, успокойся. Уход не решение. Может быть и нет, но простите, я здесь не останусь. Диля, если ты уйдешь, если я уйду, что станет с компанией? Не забывай, Саваш доверил нам холдинг. Я уложу Омера и приду, дочка. Идем, маленький. Идем. Что за беспечность, я не понимаю. Беспечность? Никто из нас не беспечен. Ясмин, у моего внука лейкемия. Вы сиропом будете лечить его? Ты понимаешь, к чему это приведет? Понимаешь? Не говорите так. Мой сын не болен. Доктор говорит только о вероятности. Вероятность. Меня это не интересует. Ты должна была встать в боевую готовность, как только узнала об этом. Недостаточно просто бежать в больницу, когда у него поднялась температура. Мы делаем для Омера все, что требуется. Что это такое? Вы сомневаетесь, что я хорошая мать? Меня волнует только жизнь моего внука, Ясмин, а не твое материнство. Понятно? Госпожа Шахнур. Я все сказала. Слушаю. Госпожа Пелин? Конечно, конечно, пусть проходит. Впустите непрошенных гостей. Еще спрашиваешь. Добро пожаловать. Присаживайся. Я беспокоила из-за тебя. Спасибо. Я толком не выразила соболезнования. Как ты, Хакан? А как мне быть, Пелин? Саваш не выходит у меня из головы. Он разговаривал со мной перед отъездом и был каким-то странным. С другой стороны, я думаю о Ясмин. Ужасно. Она еще и беременна. Если мы не можем оправиться, можно представить, в каком она состоянии. Посмотри на нас, Пелин. Мы держим траур, но как-то ненормально. До сих пор не обнаружено тело Саваша. Верно. Я не представляю Саваша мертвым. Я очень потрясен. Не могу поверить ни в то, что он жив, ни в то, что он мертв.
Мало этого горя еще и... Что случилось? Вокруг околачиваются стервятники. Как это? Да ладно. Это одна из сторон смерти. Объявляются воры, корыстные люди. Как хорошо, что ты пришла. Попросить для тебя кофе? Назан, дорогая. Бурак, где ты? Я ищу тебя с самого утра. Малышка, у меня для тебя отличные новости. Новый глава совета директоров холдинга. Минуту. Я не поняла, Бурак, где ты? Любимая, я говорю, я приехал в холдинг. Ты приехал в холдинг? Да, дорогая. Что ты там делаешь? Любимая, я совещался с адвокатами. Какие адвокаты? Какое совещание? Почему я не в курсе этого? Назан. Прошу. Благодарю. Приятного аппетита. Как умер госпожа Ясмин? У него была температура, но сейчас ему уже лучше. Я говорил вам о враче, специализирующемся на этом. Я нашел способ связаться с ним. Сейчас жду ответа. Большое спасибо. Кстати, мне звонила госпожа Джейда. Правда? Хотела сказать, что продолжит кампанию. Хорошо. Я рада. Госпожа Ясмин, я могу попросить вас думать немного о себе. Именно поэтому я заговорил о работе. Я чувствую, что вы думаете о работе, о компании и агентстве. Но вы должны дать себе время. Ваша утрата невосполнима. Омер нуждается в уходе. Дела как-нибудь наладятся. Для этого и существуют друзья, правда? Мне пора идти. Если я могу чем-нибудь помочь, вы знаете, я помогу. Да, знаю. Благодарю. Хочешь еще макарон? Нет, спасибо. Я удивляюсь, что смог съесть так много. Отлично. Я добилась своей цели. Я не догадывался, когда ты сказала по телефону «приходи ко мне». Я не стала говорить причину, потому что ты бы сказал, мне ничего не хочется. Ты права, я бы так и сказал. Ты сегодня неважно выглядел, когда я пришла. Я сказала себе, Пелин, человека не утешишь разговорами. И если Хакан потерял аппетит, хотя бы ты накорми его, чтобы не падал в обморок от бессилия. Спасибо. Ты очень хорошая. Ты тоже. И чтобы оставаться таким, тебе нужно есть. Но ты так много наготовила. Кто-то еще придет? Нет. Будешь уходить, возьми эти пирожки для Ляры. А я сегодня вечером загляну к Ясмин. Отнесу им кекс. Но больше для Умера, конечно.
что смотришь, жизнь моя? Назан, Ничего. Просто смотрю. тогда пошли в кровать. Нет. Ты ложись. Я еще немного посижу. Ну, как знаешь, любовь моя. Спокойной ночи. Расскажи, о чем ты думаешь. О многом. Начни с чего-нибудь. Я решила. Заставлю тебя рассказать. Помогу тебе немного забыть о грусти. Давай. Сумасшедшая. Да, я такая, да. Я жду. Мне придется работать, Пелин. А куда торопиться? Твоя боль еще не стихла. Эта боль никогда не утихнет. Врач сегодня сказал, что лечение будет очень дорогим. Молодец, Ясмин. А я для чего нужна? Спасибо, Пелин. Представим, сегодня я заняла у тебя. А завтра что я буду делать? Мне обязательно нужно начать работать ради Умера. Ради его братика или сестренки. Халдун. Проходи, мой мальчик, идем. Что случилось? Ничего. Я беспокоюсь за тебя. Дорогой, ты ел? Yedin mi sen bakayım? Я не хочу. Так нельзя. Olmaz ama. Тетя, мне очень страшно. Не думай о плохом. Getirme. Когда я был маленьким, мы боролись с дядей Савашем. Он притворялся, что проигрывает. Я понимал это, конечно. А однажды он сказал: «Ты стал сильным мужчиной». Ne Что он сделал? Перестал потом бороться с тобой? güreşmeyi? Нет. Он сказал: «Если так и дальше пойдет, я не смогу победить тебя». А потом дал слово. Что он сказал? Сказал: «У меня будет сын, я воспитаю его, и он победит тебя». Дядя Саваш впервые не сдержал своего слова. O zaman sağlar. İyi ki gelmişiz be abi. Tabii canım iyi ki geldin. Bayılıyorum buradaki mezara. Ben sık sık İçimde bir belki var, dönecek bir gün diyor. Gönül artık kapı duvar,
O ben gibi sevmiyor. Bir değil, iki değil, niye diye soruyorum. Hak ettiğim bu değil, artık ondan korkuyorum. Kırılacak, dökülecek neyim kaldı? Elleri her şimdi eller aldı. Dağ gibi, çınar gibi bilirdi herkes beni. Geriye sevemeyen bir kalp kaldı. Dağ gibi, çınar gibi bilirdi herkes beni. Geriye sevemeyen bir kalp. Я вернусь, Ясмин. Size saygı duyuyorum. Çünkü ben bu cesareti kendimde bulamazdım. Назад. Любимая, Что? Августин babamın ты не придешь ко мне? Я не хочу спать. Но я не могу уснуть без тебя. Бура, пожалуйста, иди спать. Я говорю, что не хочу спать, как ты не понимаешь. Что ты делаешь? Если не хочешь спать, я буду сидеть с тобой. На. Нет, пусть будет у тебя. Будем смотреть, что хочешь ты. zaman ne demek? Если ты будешь сидеть, оставь его себе. Я пошла спать. Kalbime karşı göz diyebilirim. Büyük annem erkekler yengeç gibidir. İlerlediklerini sanırsın ama gerilerler der. Büyük anne filozof muydu? Я который день умираю от усталости. Что за дом? Постоянно кто-то приходит. Легко ли? Умер глава огромного клана. Он был очень хорошим человеком. Упокой, Аллах, его душу. Аминь. Это правда. Но Эндам нашла время уехать в село, когда у нас столько дел. Будто бы она смогла что-то делать, если бы была здесь. Обязательно придет весточка, тетя. Не плачь, ты извела себя. Kendini. Нет, дочка, нет. Сотни людей не могут найти моего мужа. Как мне не плакать? Послушай, хорошо, что твой сын рядом с тобой. И дядя Пала вернется. Потерпи немного. О, Всевышний, пошли нам новости от мужа. Верни моего мужа целым и невредимым. У меня больше нет сил. Совсем нет. Сестра,
Куда ты собралась? Nereye böyle? Слушаю. Алло? Севги, что нового? Мы не поговорили? Расскажи, как дела? Дела отлично идут, все хорошо. То есть заказ точно наш? Bizde değil mi? Конечно, конечно. Мы вчера ужинали с господином Муратом. Очень приятный человек. Севги, что? Я спрашиваю о заказе, а не об ужине. Заказ наш? Değil mi? Должен быть. Господин Мурат не говорил об обратном. То есть проблем нет? Он сегодня снова пригласил меня на ужин. Кто? Господин Мурат. Он очень интересный, Джейда, правда. Очень милый. Севги, поскорее определись с делами. Убеди его, хорошо? А потом снова поговорим. Ты не можешь оставаться в Дубаях надолго, ты знаешь. До свидания. Поторопись. Принести тебе кофе, милая? Нет, не хочу. İstemiyorum. Тогда собирайся, потихоньку поедем. Çıkalım yavaş yavaş. Куда мы поедем, Бура? Мы сегодня должны поехать в холдинг. Bence. Бура, о чем ты говоришь? Какой холдинг? Что ты делаешь? Я не в состоянии думать о деньгах и работе. Любимая, мы должны думать. Послушай, никого кроме тебя не осталось. Я вчера говорил об этом с адвокатами. Скоро ты будешь главой совета директоров. Бура, хватит. Закрой эту тему. Ты не видишь, в каком я состоянии? Я лишилась брата. Назан, знаю, но... Никаких «но», Бура. Ты меня поражаешь. Я не узнаю мужа. А может, только начинаю узнавать? Кто знает? Kim bilir? Ay. Как ты мило смотришь. Симпатяга. Ну-ка, посмотри. Ты что, кокетничаешь? Здравствуй, Ясмин. Здравствуйте. Прошу. Добрый день, госпожа Лейла. Вам того же. Добро пожаловать. Откровенно, я не с добром пришла. Hoş gelmedin. Госпожа Шахнур, я могу выяснить, что происходит? Я не допущу этого. Не поняла. Я не могу смотреть, как мой внук постепенно чахнет. Edemem ben. Ничего подобного не происходит. Я не могу терять время на эти споры. Kaybedemem. Госпожа Шахнур, выслушайте минутку. Моему внуку срочно требуется лечение. Tedaviye ihtiyacı Мы в самое ближайшее время едем в Америку. Мы остановимся там настолько, насколько нужно. Он пройдет необходимое лечение и точка. Послушайте, госпожа Шахнур, если хочешь, можешь поехать с нами. Будешь заботиться о сыне. Решение за тобой. Нет, вы не сделаете этого, госпожа Шахнур. Сделаю, Ясмин. Не посмеете. Вы не можете приходить, когда захочется, и говорить мне, что делать с моим сыном. Diyemezsiniz bana. Я не договорила, Ясмин. Hadi Yasemin. Идем, милый. Buraya Когда мы вернемся сюда, Омер будет жить в моем доме. kalacak. Вы не заберете у меня сына. Ни за что. Я ни за что не допущу этого. Омер мой внук. Мое будущее. Продолжение рода. Это все для меня. Я никому не доверю сына. И у тебя никто не спрашивает разрешения.
Фильм озвучен ТОО «Прим».